Веселая детская компания из семьи Барбоскиных пригласила в свое лесное путешествие за новогодней елкой особенных попутчиков. Парад чуда и волшебства сеет в каждое сердце частичку тепла и надежды, что следующий день пройдет без ощущения боли или вовсе подарит исцеление. Совсем еще малыши, но уже по-взрослому относящиеся к жизни, снова улыбаются и делятся радостью со своими родителями от того, что мгновение, проведенное в атмосфере сказки и предпраздничной тайны, позволит загадать самое заветное желание. Баба Яга и ее подруга Кикимора веселили гостей, а потом им и вовсе пришлось помогать искать Розу, которую благополучно упустили из виду ее младшие братья и сестра, бродившие по лесу в поисках главного украшения новогодней ночи. Даже острый собачий нюх не смог бы помочь спасательной операции, если бы не активное участие ребят. Несмотря на трудности, дети соревновались на смекалку и скорость. Вместе с героями мультфильма участвовали в танцевальном батле и даже спортивной эстафете, отгадывали загадки. И неважно, чья команда лесных или городских сказочных обитателей одержит верх, в итоге все равно победила дружба. К празднику отношусь я очень хорошо, позитивно, вообще здорово так прям это устроили нам праздник на радости для наших ребятишек. Положительно, этих мероприятий надо бы побольше. Мы такие праздники очень любим, во-первых, потому что дети все равно они ограничены в своих возможностях, и им нужно таких праздников побольше, чтобы они развивались, как-то тоже общались тоже со сверстниками. Чудесное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья в стенах Центра детского творчества организовала городская администрация совместно с Сибайским обществом инвалидов. Дед Мороз и Снегурочка, которые все непременно должны были одарить елку мерцающим чудом, а также детей вкусными подарками, на этот раз стали образом собирательным. Предприниматели и руководство города подготовили резерв новогодних кульков для 262 детей, числящихся в рядах людей с особыми потребностями. Сюрпризов новогодних очень много, поэтому в течение этих дней до 1 января дети могут еще получить и дома, и побывав на мероприятиях, и в школах, где они обучаются, и в садиках. То есть дети с инвалидностью в нашем городе не остаются без внимания. Спасибо я хочу всем сказать, что отзываются, помогают, поддерживают. И, конечно, обращаясь сегодня к родителям, я хочу сказать, что те, которые не смогли прийти на детский утренник и сегодня не получат по новогодние кульки, они могут подойти в общество инвалидов, это по адресу 40 лет октября 56, и получить свои новогодние кульки для детей, которые принесут им радость. Когда зажигается первый огонек на вечно зеленом дереве, нужно подумать над своими желаниями. Может быть, стоит загадать то, от чего навсегда уйдет боль в детских глазах. Из лексикона исчезнут нехорошие слова, сотрутся ярлыки и стереотипы, пропадут определения интеграции и дискриминации, потому что все будет хорошо. Екатерина Марочкина, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.